Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. 6 июля по всему миру отмечали день рождения Его Святейства Далай-ламы, которому исполнилось 87 лет. И в нашей республике, в зале ДНТ, при поддержке управления Камбы-ламы Республики Тува, Гелека Нахсек Торжу, был проведен молебен, и все тувинские хураки, а также представитель Гуманга, офиса Далай-лама, его Гесе Лобсам Фунсок, все вместе, все учителя прочитали молебен о долголетии коренного учителя, драгоценного учителя. И молитва о долголетии звучит так: «О Дхармадату, невыразимая реальность, пронизывающая собой все явления, запредельная мудрость и высшее блаженство, что проявляются в мириаде мандал и обителей верховных божеств. О собрание едамов, вам с глубочайшей преданностью мы возносим молитву о защитнике страны снегов Тенцин-Гяцо. Пусть его жизнь будет длиною в 100 кальп. Явите ему свою милость. Пусть все, что он пожелает, исполнится без промедлений. О, бесчетные победоносные Будды 3 времен, наделенные 10 силами наставники богов, украшенные знаками совершенства, просветленными деяниями вы во все времена обличали участь существ безбрежного океана сансары. Вам с глубочайшей преданностью мы возносим молитву о защитнике страны снегов Тенцин-Гяцо. Пусть его жизнь будет длиной в 100 кальп. Явите ему свою милость. Пусть все, что он пожелает, исполнится без промедлений». И когда закончился молебен, Камбы-лама Тувы сказал, что когда мы смотрим на фотографии, на изображения, на картины, на танки, где изображен коренной учитель Тенцин-Гяцо, вы думаете, что это не просто картина, изображение или фотография, а что это живое воплощение Будды, потому что Далай-лама является проявлением Чинрезих, проявлением Ариабалы. Это живое божество, которое сегодня живет среди нас. И он живет в Тарамсале, своей резиденции, которая называется Суглакан, в монастыре Намгял. Он дарует там учение и принимает гостей из разных стран. Он встречается с паломниками и с молодыми людьми, со студентами, детьми. Он дарует свое благословение по всему миру. И к нему уехали паломники из Тувы. Они уехали навстречу к своим учителям. А также 8 июля учитель дарует посвящение. И когда проводили концерт в зале ДНТ, Камбы-лама Республики Тува сказал, что думайте, что коренной учитель Тенцин-Гяцо находится вместе с нами. И когда мы читаем восхваление, молитву и думаем о учителе, визуализируем его образ, когда мы возносим хвалу, делаем подношения, конечно же, коренной учитель, он это воспринимает, он это чувствует, несмотря на то, что нас отдаляют километры, нас отдаляют страны. Всегда думайте о том, что все учителя, они находятся вместе с нами. И когда мы всегда памятуем об учителях, когда мы думаем о их деяниях, о их деятельности во благо всех существ, что они стараются даровать учения, что они благословляют своей энергией любви и сострадания, как же мы не можем обратиться на их наставления, послушать их советы и понять смысл их слова. И Камбы-лама Республики Тува Гелек Нацик Торжу советовал, чтобы каждый из нас, он развивал свою веру, чтобы эта вера была нерушимая, прочная, как алмаз. И когда мы веруем, и когда у нас есть устремленность, у нас есть надежная опора в нашем уме, мы можем стойко жить и преодолевать все препятствия, страдания, трудности.
И тогда мы будем помогать друг другу, как мужчина будет знать все желания и пожелания женщины, и женщина будет поддерживать мужчин. Родители детей и дети будут слушать своих родителей. Это тонкие взаимосвязи, которые сегодня утрачиваются в нашем современном мире. Нужно понимать, что только взаимозависимость, взаимоотношения, взаимодействие обеспечивает нам дружбу, гармонию, поддерживает очень крепкие связи, не только родственные, но и коллективные, народные связи. Нам нужно всегда об этом помнить. И самое важное — это вера. Вот сейчас я вспомнила слова ушедшего Лодой Пашки, который говорил о том, что вера, конечно, очень прочно находится в уме мужчин. Она никогда не стирается, она очень прочно восседает вдоль его позвоночника, ума. И у женщины совсем по-другому. Поэтому если женщина потеряет веру своего мужа, своих детей, в саму себя, то возникнет опасность, что народ может исчезнуть, потому что именно женщина является транслятором знаний, хранителем домашнего очага. Именно женщина, она дарует любовь своим детям. И поэтому очень важно, чтобы женщина, особенно женщина в Туве и тувинская женщина, верила и никогда не теряла надежду на будущее, чтобы она следовала определенным моральным принципам и законам. И тогда все люди могут преодолеть такую веру, как алкоголь, потому что алкоголь — это тоже вера. Потому что когда мы думаем, что мы не можем преодолеть препятствия, когда мы чувствуем вот эти трудности жизни, и самый легкий способ — это взять спиртное и выпить, и мы думаем, что это решение проблем, но это как раз считается тупиковой ситуацией. Еще больше будет проблем, еще больше будет трудностей в жизни. И чтобы преодолевать эти трудности, самое важное — это хранить эту веру. Веру в самого себя, чтобы была уверенность, вера в других людей, чтобы создавать крепкие связи и отношения. Вера учителей, потому что учителя — это те проводники, которые показывают нам путь. Это те реализованные духовно-нравственные личности, которые могут вытянуть тебя из болота. Это те маятники, которые показывают свет и даруют учение. И мы очень были рады услышать музыку наших знаменитостей, как Ишкиноглу, Олег Исаян Сад, Эдуарда Кюжугета, Игоря Кушкендея и его команды, увидеть прекрасных красавиц Тангна из модельного агентства Урянхай Юлии Хирбе, а также услышать буддийский гимн, который сочинил Шолбан Оржак. И мы пели все вместе о том, чтобы был мир во всем мире, чтобы все обрели веру, чтобы все сохраняли уважение к нашим учителям, потому что учителя — это опора в жизни. И его святейство Далай-лама, он, когда прибыл в нашу республику в 1992 году, он осветил наш родной край, он дал толчок для развития буддизма в Туве. И было бы хорошо, чтобы он снова вступил на наши края, чтобы его голос даровал учение, чтобы его благословение коснулось каждого из нас, чтобы мы поняли смысл жизни и шли к духовным ценностям, чтобы мы поняли, узрели реальность и поняли главную суть жизни,
который заключается в познании реальности, в развитии сострадания. И все вместе взятое приводит нас к блаженному состоянию, к попаданию с чистых земель. Еще раз с праздником вас! С днем рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV, живого воплощения Ченрезих, коренного и драгоценного учителя буддистов России и регионов, как Тува, Бурятия и Калмыкия, а также Монголия. Все эти страны, республики, они следуют Гелугпе, школе по развитию нравственности, духовно-нравственных качеств. Это школа, которая развивает ахимса, как непричинение вреда всем живым существам. До свидания.